Здравствуйте, в эфире информационный выпуск Амшикшара. Сегодня в программе «Усилить меры ответственности». Президент провел совещание по вопросам охраны памятников архитектуры. Выдача паспортов начнется в ближайшее время. Брифинг первого вице-премьера правительства. Для борьбы с коррупцией в Генпрокуратуре создано новое управление. Вопросы усиления мер ответственности за разрушение памятников архитектуры обсуждались на совещании, которое провел президент Рауль Хаджимба с участием министра культуры, представителей правоохранительных органов, глав администрации городов и районов. Елена Лолуа расскажет подробности. 15 января этого года в Гудауте был разрушен памятник архитектуры, дом, построенный в начале 20 века. Сделано это было самовольно, без разрешения городских служб. Между тем, еще в конце 2015 года президент Рауль Хаджимба подписал список объектов историко-культурного наследия, находящихся под охраной государства. Варварское отношение к памятникам архитектуры нужно остановить, отмечалось на совещании. Президент дал поручение прокуратуре не только фиксировать разрушение памятников, но и привлекать виновных лиц к ответственности. Если взяться только по городу Сухум, у нас значительное количество объектов, которые просто привели в негодное состояние. Об этом много говорилось, много мы гудели, обсуждали. И в конечном итоге никто за это наказание не понес. Но если так будет продолжаться, все мы будем с вами здесь встречаться, разговаривать, а в конечном итоге, как продолжали эти объекты разрушать и строить какие-то новые, будут. Наверное, деньги все решают. Министр культуры Эльвира Арсаля подчеркнула, что принимать решение о строительстве любого объекта нужно только после проведения изыскательских работ. На совещании также говорилось о необходимости координировать работу местных органов власти с Министерством культуры. Тем более, как прописано в законе, местные органы несут ответственность за охрану памятников историко-культурного наследия и обязаны уведомлять собственников о том, что этот объект является памятником архитектуры. Помимо тех, кто разрушает эти памятники, и спрос будет из самих глав администрации, которые не увидели, которые не услышали, которые или сделали вид, что не видят. И поэтому я просил бы вас всех взяться за это дело и очень жестко подходить к этим вопросам. По факту сноса в Гудауте исторического здания заведено дело, проводится расследование и будет дана жесткая оценка, пообещал первый заместитель генерального прокурора Георгий Аршба. Впереди 3 года инвентаризации, чтобы можно было сделать охранные доски, сказал глава управления по охране памятников Батал Кобахия. При этом незнание закона не освобождает от ответственности, и нужно сделать все возможное, чтобы уберечь памятники, находящиеся под охраной государства, от варварского уничтожения. Участники совещания сошлись во мнении, что необходимо усилить наказание, не обходиться только штрафами, но и ввести уголовную ответственность. Елена Лолуа, Алексей Агуха, Абхазское телевидение. Выдача паспорта гражданина Республики Абхазия начнется в ближайшее время. Об этом сообщил журналистам первый вице-премьер правительства. Шамиль Азанов продемонстрировал готовые образцы паспорта и виды на жительство. Подготовка к процессу выдачи паспорта гражданина Абхазии нового образца практически завершена, отметил Шамиль Азанба. В течение 2 недель он будет запущен в пробном варианте. Вопрос паспортизации практически завершен. Осталось всего снять 2-3 вопроса из этой целой кучи, вереницы. Система, новая электронная система, она создана, она есть, она действует и практически уже работает. Конечно, это пока не на территории Абхазии, но тем не менее. Все оборудование, практически все, на 90%, может 95%, еще какую-то часть ждем, совсем в скорости она будет здесь. Это оборудование уже находится на территории Абхазии. То оборудование, которое будет, по большому счету, работа делать электронная, там это серверы, это принтеры, ну и прочее. По словам первого вице-премьера, выдавать новые документы с высокой степенью защиты будут 13 паспортных столов ЮОВИР. Все они будут объединены в единую систему. Оборудование для электронного учета уже подготовлено. Остается только выбрать провайдеров на конкурсной основе. Конечно же, специалистов пока не хватает, но и этот вопрос решается, отметила Адзанба. Это сетевая, кажется, вещь, то есть все паспортные столы будут замкнуты
продукты в одну единую систему. Нам нужен провайдер, который обеспечит работу этой системы. Естественно, на конкурсной основе. Будет управление, паспортное управление при МВД, и мы хотим все паспортные столы переподчинить централизованно напрямую паспортному управлению, чтобы было меньше вмешательств и так далее. Но сотрудники ездили в Москву, вот они проводили, ввезли там данные первичные и так далее, и там же они, вот наша вот эта система провела, и вот, скажу так, на первые, вот я не знаю, показывал я вам или нет, вот уже по большому счету это на образце, да, бланк-образец, на нем уже вот девушка, вот подросток. На данный момент перечень необходимых документов для получения нового паспорта гражданина Абхазии уточняется. Правительство пытается максимально упростить этот процесс, но отпечатки пальцев никто не отменял. Биометрические данные очень важны для системы учета, отметил Адзенба. Кроме того, в новые паспорта фотографии будут не вклеивать, а впечатывать принтером. Новый общегражданский паспорт, как и нынешний, зеленого цвета, и обойдется он нашим гражданам в 420 рублей. За вид на жительство надо будет заплатить 920 рублей. Первый вице-премьер отметил, что рассматривается возможность использования этих документов при пересечении государственной границы. Новый образец абхазского паспорта был отпечатан в российском госзнаке. Документ будет обладать высокой прочностью. Его защита, как и защита персональных данных владельца паспорта, обеспечивается современными технологиями. Сима Аргун, Беслан Шхинджерия, Абхазское телевидение. С 1 марта в силу вступает закон о противодействии коррупции. Одновременно с этим свою работу начнет Управление права и по надзору за его исполнением Генеральной прокуратуры, которая возглавила Зарина Саблирова. Репортаж Асиды Малия. Укрепление законности и правопорядка, защита прав и свобод гражданина, обеспечение национальной безопасности и эффективной деятельности органов государственной власти, местного самоуправления и их должностных лиц. Эти и другие задачи стоят перед Управлением права и по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генеральной прокуратуры Республики. Эта работа предполагает организацию документооборота между министерствами, ведомствами, администрациями городов и районов и прокуратурой. Суть закона предполагает, что новый экземпляр любого распоряжения, любого приказа, который будет издаваться начальником того или иного уровня, он обязательно должен будет попадать к нам. Соответственно, он будет проходить экспертизу на предмет наличия в нем коррупциогенных факторов. Законодатель требует от нас выявления этих коррупциогенных факторов и, что самое непростое, методов устранения их. Противодействовать прочно устоявшейся болезни современного мира, коррупции, задача не из легких. Речь идет не только о мерах по пресечению и выявлению таких фактов, но и о профилактической деятельности. Подобное управление в Абхазии создается впервые. Несмотря на то, что штат его уже набран, к полноценной работе еще не приступили. Идет подготовительная работа. Начальником управления назначена бывший помощник прокурора столицы Зарина Саблирова. Задача, поставленная перед управлением, является сложной, так как необходимо создание комплекса правовых мер по предупреждению коррупции, пресечению коррупции, профилактике. Начальник управления рассказала о планируемой работе, которая, по ее словам, будет выстроена в строгом соответствии с этическими принципами и нормами деятельности сотрудников. Принятый парламентом закон о противодействии коррупции позволит бороться с противозаконными действиями на уровне чиновничьего аппарата. Кроме того, общественные организации и обычные граждане смогут при желании назначить независимую экспертизу. Будет выработана методика по противодействию коррупции. Необходимо правовое просвещение гражданского общества, создание комплекса мер по антикоррупционному поведению граждан. Будут проводиться совещания с должностными лицами. Зарина Саблирова в органах прокуратуры работает 8 лет. В беседе с нами призналась, поставленная перед управлением задача весьма непростая, но выполнимая. В скором времени планируется создание официального сайта управления и установка телефона доверия. Асида Малия, Беслан Джинджал, Абхазское телевидение. Ситуация вокруг реализации грузинских вин на территории Российской Федерации с указанием на их принадлежность к Республике Абхазия разрешена, сообщает Апснопресс. В адрес Госстандарта Абхазии поступило письменное обращение от компании «Винный стиль», являющейся официальным дистрибьютором грузинских вин в России, с предложением урегулирования спора вокруг товарных знаков «Дары Лыхны», «Лоза Абхазии», «Вечер в Гаграх» и «Тайна рисы». Руководство компании приняло решение о мирном урегулировании споров и прекращении поставок в Россию
партию спорного вина. Что касается процесса регистрации товарных знаков «Дары Лыхны», «Вечер в Гаграх», «Тайны Рицы» и «Лоза Абхазии» на имя компании «Винный стиль», то дело производства по данным заявкам в Роспатенте приостановлено. И все заявки отозваны. По двум товарным знакам «Алсны Гор» и «Лыаны Гор» работа по разрешению спора пока ведется. В Институт экспериментальной патологии и терапии Академии наук Абхазии привезли 40 яванских обезьян из Вьетнама. Это уже 6-й совместный проект института с российской компанией «Биокад», занимающейся разработкой препаратов для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний. С какой целью на этот раз привезли обезьян, выясняла наш корреспондент Амра Мичпа. Яванская макака под номером 009 вместе с другими сородичами привезена в ЕПИТ для испытаний препарата от псориаза. Крупнейшая российская фармакологическая компания «Биокад» проводит испытания нового препарата на базе Сухумского института экспериментальной патологии и терапии. Здесь уже успешно проведены доклинические исследования. Настоящее испытание, которое мы будем проводить, будет проводиться в поддержку второй фазы клинических испытаний, которая будет проводиться уже непосредственно на больных людях. То есть перед тем, как мы начинаем испытывать препарат на больных людях, в первую фазу мы испытываем на добровольцах. Этот этап уже закончен. И после того, как мы покажем, что да, действительно, наш препарат является безопасным и что все макаки успешно перенесут, а я надеюсь, я практически уверен, что это будет именно так, что они успешно перенесут введение препарата, мы приступим к испытанию на людях. Все биотехнологические препараты нового поколения отличаются от предыдущих тем, что они активны только в отношении человека. И поэтому испытания на мышах и крысах, как это проводилось для препаратов химической природы, не дают результатов, так как специалисты не видят, что происходит в организме животного. Из-за этого все испытания проводятся на приматах, а именно на наиболее близких к людям из нечеловекообразных обезьян – яванских макаках. Это уже 6-й совместный проект ЕПИТ и фармакологической компании «Биокад». Первым препаратом, по которому все доклинические исследования проведены на базе Сухумского института, был препарат против колоректального рака, злокачественной опухоли толстой кишки. В настоящий момент закончены все этапы клинических испытаний, и компания подала документы для регистрации и получения разрешения на продажу этого препарата на территории Российской Федерации. Так что самый первый проект у нас уже вот-вот подойдет к успешному завершению. Директор Института экспериментальной патологии и терапии Зураб Микваби рассказал журналистам, что от многих интересных предложений приходится отказываться из-за того, что у института нет достаточного количества обезьян. Учитывая, что после войны у нас оставалось 220 голов, и сегодня их 500 с небольшим, эти 40 яванцев нашего пополнения, конечно, очень важны для нас. Дело в том, что мы на сегодняшний день вплотную столкнулись с явлением, когда нам обезьян просто физически не хватает. Не хватает для пополнения производственного стада, то есть размножения обезьян. И в первую очередь, конечно, экспериментальных обезьян мало. Для полноценной работы питомника на сегодняшний день нужно около 1500 обезьян. Сегодняшнее пополнение этих обезьян нам закупили наши партнеры, с которыми мы уже работаем 4-й год. Зураб Микваби отметил, что в фармакологической компании «Биокад» сотрудники ЕПИТ проходят специализацию и повышают квалификацию. Кроме того, компания помогает сухумским коллегам в приобретении новой аппаратуры. Амра Мичпа, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение. Сгоревшее здание бывшего совмина в Сухуме готовится к реконструкции. В госкомпании «Апснергылара» состоялась встреча генерального директора Игоря Казанба с генеральным директором Центра проектирования и строительства Александром Милентьевым и генеральным директором предприятия «Промвентэлектро» Леонидом Каганом. Александр Милентьев уже работал в Абхазии. В частности, он автор проекта «Дом Москвы в Сухуме» и российского посольства в Абхазии. Сейчас Милентьев прибыл для оказания консультативной помощи в вопросе восстановления здания бывшего Совета министров АССР в Сухуме. Планируется осмотр здания, после которого специалисты сделают свое заключение по возможной реконструкции. Об этом сообщает пресс-служба госкомпании «Апснергылара». Абхазские спасатели продолжают находить и обезвреживать боеприпасы, оставшиеся с времен войны. Об этом материал подготовлен пресс-службой МЧС Республики. Саперы МЧС Абхазии обезвредили очередную партию боеприпасов и взрывоопасных веществ, обнаруженных ранее в различных районах страны.
Суммарная мощность обезвреженных снарядов составляет более 50 килограмм в тротиловом эквиваленте. Как говорят саперы, чаще всего опасные находки обнаруживаются жителями Ачамчирского района, реже в селе Эшера и других регионах страны, на линии соприкосновения сторон во время войны 92-93 годов. Среди найденных боеприпасов встречаются неуправляемые реактивные снаряды, ручные гранаты, боеприпасы к ручному гранатомету, минометные мины, запалы к противотанковым минам и многое другое. Сотрудники МЧС Абхазии настоятельно просят граждан немедленно обращаться к спасателям в случае обнаружения взрывчатых веществ и ни при каких условиях не пытаться самостоятельно обезвреживать смертельно опасные находки. Нередки случаи, когда граждане бросают в мусорные кучи найденные снаряды, не оповещая саперов о находке. Все это чревато трагическими последствиями. Зачастую старые снаряды и мины обнаруживаются и при проведении весенних полевых работ. И в этой связи руководители хозяйств и рядовые граждане должны быть особенно внимательными и оперативно информировать сотрудников МЧС Абхазии. Торгово-промышленная палата республики выпустила очередной 8-й каталог предприятий 2016 года. Он посвящен туристической деятельности Абхазии. На страницах журнала опубликована информация о развитии туризма, помещены фотографии туристических объектов и достопримечательностей нашей страны. Каталог будет распространен в Абхазии и за ее пределами. Его презентация прошла в сухумском ресторане «Эрцах». Туда были приглашены представители различных объектов туриндустрии. Самые активные и хорошо проявившие себя в течение года были награждены медалями и грамотами ТПП республики. Сегодня все посвящено туризму, так как туризм является основной такой направленностью экономики нашей республики. Я думаю, что каждый из тех, кто занимается туризмом, знает, что мы в прошлом году несколько туристических пресс-туров делали, приглашали разные организации с разных стран, ну, в основном, конечно, из России, для того, чтобы имиджево показать, что имеется в Абхазии, какая Абхазия, и привлекать туристов тем, что здесь есть динамика положительная в экономике самой Абхазии, в обслуживании, в инфраструктуре. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, в выходные дни будет облачно, в субботу ночью и утром без осадков, со второй половины дня дождь, местами возможен ливень. В воскресенье днем погода прояснится, температура воздуха ночью 5-7, днем 10-12 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире. Проводником Божьей благодати.